Всем привет, это Киноалания. У нас новая неделя, а значит есть несколько премьер, которые вам обязательно нужно посмотреть. Какие именно, расскажем прямо сейчас. И главная премьера, конечно, «Аладдин». Игровая версия культового диснеевского мультфильма. Мы все его смотрели в детстве. Мы восхищались Аладдином и Жасмин. Мы умилялись, глядя на Абу, и умирали со смеху из-за выходок Джина. Теперь пора посмотреть его на большом экране. Включайте «Арабскую ночь». Время возвращаться в Аграбу. Сюжет ничего нового, по сути, нам не поведает. Это классическая история уличного вора Аладдина, который мечтает стать принцем и жениться на принцессе Жасмин. Наш герой крадет для злобного Джафара волшебную лампу и выпускает на свет Джина, а дальше история превращается в феерическую свистопляску. С момента выхода мультфильма прошло аж 26 лет, но его до сих пор пересматривают миллионы людей по всему миру, так что сравнений новому Аладдину не избежать. Режиссером игровой экранизации стал, пожалуй, самый неожиданный человек – британец Гай Ричи, известный криминальными боевиками. В его портфолио «Револьвер», «Большой куш», «Каждый деньги, два ствола» и 2 фильма про Шерлока Холмса. Теперь же мастер решил попробовать себя в самом неожиданном жанре – в сказке. Учитывая бюджет в 183 миллиона, картинка должна получиться очень масштабной. Главной проблемой при создании «Аладдина» стали не сценарий или деньги, а подбор актеров. В съемочной группе пришлось отсмотреть тысячи претендентов, прежде чем на роли были утверждены британская индианка Наоми Скотт и канадский египтянин Мена Масуд. Ну и главное, это Джин. Старого озвучивал неподражаемый Робин Уильямс, настоящий гений комедии. На этот раз Джина играет Уилл Смит. Сразу скажем, синий он далеко не весь фильм, но веселится и балагурит на полную катушку. Он поет, танцует, читает рэп и вообще тащит на себе всю развлекательную часть фильма. Итак, стоит ли идти на «Аладдина»? Определенно да, ведь в этом фильме есть все то же самое, что было в нашем любимом мультфильме. Волшебная лампа, летающий ковер, Джин, прекрасная принцесса, ворчливый попугай Яго, верная мартышка Абу и песни, каждую из которых мы знаем с самого детства. В общем, вперед за билетами! Но это, конечно, не единственная премьера, на большие экраны выходит ой как много интересного. Необычный супергеройский хоррор «Гори, гори ясно». По сути, это жуткая версия истории про Супермена. В продюсерском фильме Джеймса Ганна инопланетный ребенок со сверхспособностями попадает на Землю, его воспитывает добрая семья, вот только в отличие от Кларка Кента он вовсе не намерен спасать планету от зла, потому что это зло он сам. На большие экраны, наконец, выходит триллер «Красивый, плохой, злой» – экранизация жизни серийного убийцы Теда Банди. История рассказана глазами его возлюбленной Элизабет. Она жила с ним, даже не предполагая, что под маской красивого и умного мужчины скрывается маньяк, жестоко убивавший женщин. Еще одна премьера – триллер «Ядовитая роза» с Морганом Фриманом и Джоном Траволтой в главных ролях. Главный герой – бывшая звезда футбола, а ныне частный детектив Карсон Филлипс. Он расследует простое, на первый взгляд, дело о пропавших без вести, но все принимает неожиданный поворот. В запутанной череде жестоких преступлений замешана его дочь, которая давно бесследно исчезла. Ну и последняя на сегодня премьера – пародийная комедия «Игрища престолов». Лорды 8 королевств собираются на пир, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это хитроумная ловушка жирного короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Но план тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор. Да и среди гостей немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки, трупы усеивают замок, а ненависть, ревность и похоть поддают ему жаром. В общем, «Игра престолов» с налетом комедийного безумия. И это, конечно, тоже еще не все. Есть еще много фильмов, которые вы могли бы посмотреть.
В этой рубрике у нас сегодня тоже сказка, вот только она далеко не такая веселая, как «Аладдин». Итак, вам обязательно нужно посмотреть волшебную драму о бессмертной любви «Куда приводят мечты». Главные герои фильма – Крис и Энни. Они живут счастливой жизнью, воспитывают двоих детей и бесконечно любят друг друга. Но происходит трагедия, их дети погибают в автокатастрофе. Спустя несколько лет погибает и Крис. Он оказывается в раю, где узнает, что его любимая не вынесла горя и покончила с собой. Теперь она в аду. «Куда приводят мечты» снят по одноименной книге Ричарда Мэттисона. Для режиссера Винсента Уорда этот фильм стал настоящим прорывом. Ни до, ни после он не снимал ничего подобного. А Робин Уильямс, сыгравший в этом фильме главную роль, в очередной раз доказал, что он не только великолепный комик, но и поистине гениальный драматический актер. Ну и отдельно стоит отметить работу художников-постановщиков и дизайнеров, которые создали в этом фильме по-настоящему волшебный мир рая. По сути, «Куда приводят мечты» – это фильм о том, что настоящая любовь вечна, но помимо этого он затрагивает и несколько других тем – о существовании жизни после смерти, о сложности человеческих взаимоотношений, о том, насколько тяжело пережить смерть любимых. Возможно, вам тяжело будет его понять, если вам лет 15, но став постарше, вы точно сможете прочувствовать красоту и глубину этого фильма. Это не самая простая и легкая лента, но она точно заставит вас поверить в чудо. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.